Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Ежегодно 31 мая ВОЗ и партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к связанным с употреблением табака рискам для здоровья. ВОЗ учредила Всемирный день без табака еще в 1987 году для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям. Наш гость в студии Татьяна Барашкова, врач-пульмонолог, заведующая отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, что такое пульмонология? Какие разделы медицины и какое заболевание лечит? Пульмонология – это область медицины, которая изучает, которая занимается диагностикой и лечением заболеваний легких. И, соответственно, пульмонолог – это врач-специалист, который диагностирует эти заболевания, да, занимается профилактикой этих заболеваний и, соответственно, лечением этих заболеваний. Такие заболевания, как хронический обструктивный бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония, бронхиальная астма, интерстициальные заболевания легких, легочные фиброзы, профессиональные вот эти заболевания, да, силикозы, пневмокониозы. И также редкие заболевания – это гистиоцитоз, лиомиоматоз, саркоидоз легких. Вот эти заболевания – это область пульмонологии. Более чем обширная сфера. Сегодня Всемирный день без табака. Отмечается ли у нас в России этот день? 31 мая, он, как уже сказано, с 1987 года Всемирной организацией здравоохранения объявлен Всемирным днем борьбы с табакокурением. Да? Он отмечается у нас в республике, он отмечается в России, и не только в России, но по всему миру. Потому что табакокурение является самой актуальной проблемой среди населения наравне и с алкоголизмом, наравне с наркоманией. Табакокурение вызывает такие ежегодно по статистике Всемирной организации здравоохранения от последствий табакокурения у нас умирает каждый год по всему миру около 8 миллионов человек. Поэтому это является очень актуальной проблемой. И в этот день, 31 мая, у нас проводится просветительская работа среди взрослого населения, также среди молодежи и детей. То есть у нас проводятся акции, проводятся флешмобы, в средствах массовой информации рассказывают о вреде табакокурения. Да? Цель вот этих всех мероприятий – это, конечно же, профилактика табакокурения, профилактика заболеваний, связанных с табакокурением. Вы сказали, что ежегодно в мире умирает 8 миллионов человек от табакокурения. А какие есть цифры по республике, если они есть? По республике вообще люди умирают от последствий табакокурения, длительного табакокурения. Это такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, осложнение вот этих заболеваний, это инфаркт миокарда, инсульты, да, гипертоническая болезнь, обструктивные болезни легких. По нашему отделению, например, да, мы каждый год выявляем до 20 случаев рака легких. Через наше отделение проходят. Где-то в прошлом году у нас 67 больных было прилечено с хронической обструктивной болезнью легких. И, конечно, смертность от этих заболеваний, заболевания органов дыхания, это рак легкого, хроническая обструктивная болезнь и пневмония, они стоят на одном из первых мест по летальности. То есть, безусловно, опасно курение? Конечно, опасно. И опасно тем, что впервые курить у нас начинают с детского возраста, с подросткового возраста. Поэтому этот день, Всемирный день отказа от табакокурения, он призван не только ограничить, отказаться от табакокурения людей, которые курят, да, но и ограничить наших детей от этого пагубного воздействия. А какие вредные вещества сегодня содержатся в сигаретах и в табачном дыме? В табачном дыме содержится, конечно же, никотин, который вызывает привыкание. Да, привыкание вызывает, содержится угарный газ, содержатся такие токсические вещества, радиоактивные вещества, как аммиак, свинец, да, полоний, радий. Все они являются канцерогенными веществами, то есть они оседают в наших легких, в наших сосудах и могут вызвать раковые заболевания.
То есть, безусловно, пассивное курение не миф. Что это такое и насколько оно опасно для вот, некурящих людей? Вообще считается, что пассивное курение, оно наиболее опасно, чем сами активные курильщики, да? То есть пассивные курильщики — это те люди, которые находятся рядом с активными курильщиками постоянно. Это наши дети у курящих родителей, да? Это наши коллеги, наши одноклассники, которые вместе с нами находятся, когда мы курим. Почему оно даже опаснее, чем активное курение? Потому что вот с табачным выдыхаемым воздухом, с табачным дымом при присоединении с кислородом у нас значительно повышается концентрация вот этих канцерогенных веществ. И вот это, соответственно, вот это все вдыхается. Это мы вот сейчас говорим, если мы контактируем на постоянной основе с курильщиками? Да, на постоянной От основе. какого-то мимолетного контакта? Ну, мимолетный контакт, а все равно раздражение слизистой дыхательных путей все равно происходит. Но это касаемо, конечно, внутри семьи, когда с малолетнего возраста, если родители курят, да, дети находятся в постоянном контакте с дымом. И постоянной опасности. И постоянной опасности, конечно. Сейчас у нас идет процесс модернизации, улучшается все, и модернизируется в том числе и курительные устройства. Вот появились электронные сигареты, вейпы, различные вот точки продаж, распространяются кальяны. Все это вот как бы ведет к тому, чтобы привлечь человека к табакокурению. Можно ли сказать, что что-то вот есть сейчас наименее вредное, чем обычная сигарета? Ну, я бы не сказала, что есть какая-то альтернатива, да, вот наименее вредная сигаретам. Просто сейчас очень актуально стало вот курение вейпа, так называемый вейпинг. Очень модный аксессуар он является, да, считается, что содержит дыма меньше, да, но дело в том, что в этих вейпах содержатся жидкости, ароматизаторы. Они при вдыхании, когда человек вдыхает, они вызывают очень тяжелые расстройства дыхания, так называемый острый респираторный синдром, когда у человека при вдыхании вот этих ароматизаторов развивается бронхиолит, то есть закупориваются мелкие бронхиолы, которые как раз-таки участвуют в дыхании, в передаче кислорода. В 2000-х годах вот, в Америке был скандал по поводу попкорнового легкого. Слышали, наверное, такое, да, когда при производстве вот этих попкорнов использовались ароматизатор диацетил, да, и начали замечать у работников фабрик вот как раз-таки эти тяжелые бронхиолиты, которые приводили к тяжелым респираторным синдромам. И вот как раз-таки вот сам диацетил, он, значит, когда мы его употребляем, он такого опасного вреда не приносит, считается, да, но при вдыхании в легких бронхах вот он вызывает такие тяжелые расстройства. Насколько я знаю, еще же Поэтому там есть глицерин и другие вещества, которые могут оседать в легких. Вот если мы говорим об одноразовых и, так скажем, там вейпах. также содержатся вот эти все смолы, содержатся, которые оседают в дыхательных путях. Также содержатся токсические вот эти все вещества, да, канцерогенные вещества. Поэтому относить вейпы, вот эти кальяны, да, наименее безопасным, все-таки это неправильно. Неправильно их ранжировать, все они вредны. А вот как можно все-таки бросить курить? Что может помочь? Там, безникотиновые какие-то сигареты, никотиновые пластыри? Ну, конечно, это же зависит от самого человека. Если человек решил бросить курить, если он принял такое решение, то, конечно, в этом могут помочь окружающие ему люди, то есть которые могут ограничить немножко, да, употребление сигареты. Можно использовать никотин замещающие вот эти жевательные резинки, есть спреи, есть таблетки, есть пластыри, ну, типа Чампикса, Никаретта. Вот эти такие препараты, никотин содержащие препараты, они могут заменить на время. А нужна ли здесь какая-нибудь специализированная терапия вот по методу, допустим, борьбы с алкоголизмом или наркоманией? Ну, конечно, сейчас очень хорошо работают психологи. Вот работа с психологами, да, конечно, вот очень помогает. То есть как дополнительная мера? Да. А как быстро организм восстанавливается после вот последней, так скажем, крайней сигареты? Ну, если человек бросает курить, в организме меняется как и в положительную сторону, но бывают и отрицательные моменты. Если человек очень долго
курит и резко бросает, да, конечно, это раздражительность, нарушение сна может быть, но вот эти моменты, они компенсируются уже через 2 недели, через месяц. То есть нарастает, снижается гипоксия, нарастает функциональная жизненная емкость легких. Значит, но чтобы вот избежать какие-то отрицательные моменты, надо все-таки заменить что-то, да, например, это лечебная физкультура, занятия спортом, на свежем воздухе больше гулять, потреблять такие продукты, богатые антиоксидантами, витамином С, витамин А. Но я, насколько знаю, у курильщиков очень сильно страдает именно органы обоняния и вкуса. У них же, вот после, по рассказам многих, кто бросал курить, у них сразу возвращаются яркие вкусы, там, они по-другому начинают чувствовать запахи. Правда это или нет? Ну, это правда, конечно. А почему так происходит? Ну, во-первых, восстанавливается нейронные связи, восстанавливаются, да, гипоксия исчезает. Ведь недостаток кислорода во всех органах и тканях, она угнетает все функции. Ну, а каким образом у нас сегодня нужно вести профилактику табакокурения? Ведь убрали рекламу, убрали с витрин, уже на телевидении, в кино не показывают курящих людей. Но мы все равно курим. Но профилактика вообще, она должна начаться с ранних лет. Я считаю, что внутри семьи, с детского сада, со школьного возраста, вот эти профилактические все мероприятия, они должны исходить уже с младшего возраста. То есть здесь главный пример взрослые. Это, конечно, это взрослые, это личный пример. То есть пример для своих детей, пример для окружающих, для коллег. А есть такие ситуации, когда, допустим, дети, подростки начинают курить в школе, и родители даже еще об этом не знают очень долго. Вот какую работу, на ваш взгляд, нужно вести именно в образовательных учреждениях? Ну, в образовательных учреждениях я считаю, что все-таки работа проводится очень большая. Проводятся классные часы, проводятся лекции, да, читаются лекции. Поэтому ну, на примере каждого вот, надо пропагандировать здоровый образ жизни с малого возраста, да, занятия спортом, закаливание, рациональное питание, правильное питание. Татьяна Викторовна, на ваш взгляд, курить стали меньше? Ну, я считаю, что да, все-таки меньше по сравнению с тем, что было вот в нашем возрасте, вот в 90-х годах. Да, по сравнению с этим, конечно, меньше стало. Ну, я думаю, в этом и ваша заслуга есть. Спасибо большое, Татьяна Викторовна, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До новых встреч.